Ну, прям хотите, да? Задачи, наверное, нет? Или задачи. это есть план работы, это можно под задачи, да. Это пусть будут вот эти компоненты, которые вы сказали. Продукт, проектный менеджмент, что такое вообще проект, да? Это мероприятие, позволяющее нам достигнуть поставленной цели. В первую очередь, это мероприятие планирования, мероприятие мотивирования, мероприятия проработки рисков, бюджетирования, временных каких-то ресурсов, там, иных ресурсов, которые все вместе позволят нам достичь конечной цели, появления вот этого продукта. Если более точно нам сказать о том, что такое по международному стандарту PMBOK, да, проект это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг и результатов. Но я вам дам более развернутое понимание того, что такое проект. Более развернуто. Это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных задач с четко определенными целями в течение заданного периода времени при установленном бюджете. Вот эти три понятия, время, бюджет и цели, да, то есть продукт, конкретно конечный продукт, являются ключевыми такими составляющими проектного менеджмента. Есть такой магический треугольник. Качество, сроки, затраты, которые направлены на получение вот этой цели, непосредственно на этой цели. Почему быстро? Я хочу вам перейти ближе к цели, потому что для меня очень важно сегодня заразить вас мыслью постановки для себя. Отдельный тренинг, позволяющий там углубиться и полностью рассказать методику и методологию социального предпринимательства, проектного менеджмента, но ключевым моментом является цель. Ключевым моментом является цель. Еще один веселый ролик, который покажет... Может, видели? Нет? Нет. Который, в общем-то, вам покажет яркий пример, как не стоит ставить цели перед собой. И, как говорится, не подвластны законам геометрии. Я уверен, что большинство из нас ставили цели, которые мы не достигали. Ну, откровенно, честно, ответьте себе на этот вопрос. Конечно, было такое. Там, не знаю, с Нового года обычно все ставят себе цели, и в итоге эти цели где-то пропадают до следующего года, до следующего Нового года. При этом, вы знаете, методика постановки цели это, ну, такая достаточно интересная тема, и называется она целеполагание, и можно ее изучать отдельно. Я вам просто расскажу сейчас о одном простом механизме, методике постановки цели, которую нужно и можно использовать в своей проектной деятельности, в жизни, которая позволит вас самих хотя бы немножечко структуризировать и четко понять, чего вы хотите добиваться в этой жизни. Я не стану сейчас анализировать ваши цели, но есть методика смарта. Кто-нибудь слышал такую? Да? Угу. Кто, поднимите? Ну, красавцы. Барышня, хвалит разговаривать, слушайте, а? Они, может, обсуждают тему смарта. Когда, может, нет смысла. Ключевые 5 параметров, которые объясняют, вам будет видно, нет? Я вас... Спасибо. 5 ключевых параметров, которые четко конкретизируют постановку цели в этой жизни. И не только в жизни, в проекте, в деятельности, в работе. Первое, конкретика, специфика, конкретная. Цель должна быть конкретна, четко поставленная, измерима. Четкие параметры измерения, достижимо. Глупо ставить цель, зная, что ты ее не достигнешь. Но это такой условный вопрос, над которым можно поспорить. Но в разных параметрах. Если в проектном менеджменте и в проектной деятельности ставить цель выше той планки, которую вы готовы достигнуть, это не совсем правильно. Если в жизни ставить цель выше той планки, которую вы готовы достигнуть, это в принципе нормально, потому что вы достигнете приближенную цель к основной цели. И значимость. Да, эта цель должна быть значима
для вас конкретно самих. В социальном предпринимательстве, в том числе, это очень важно. Так же, как и определять конкретную востребованную проблему социальную, чтобы ее решать, точно так же и ставить цель, которая будет значима. И время. Время, позволяющее ограничить процесс реализации тех мероприятий, которые позволят достигнуть цели. Более отдаленной и общей для общества. Если она идет даже вразрез, тогда она достойна того, чтобы это и есть как раз значимость, понимаете? То есть, если эта цель, которая незначима, она не будет сочетаться с целями, которые вы ставите перед, там, стоят у вас. Ну, это абстрактно, значимость. Что значит значимость? С чем она согласовывается? Вот, С согласованность. целью государства, с целью человека, с целью общества, там, еще с чем. Хорошо. Пусть для вас будет значимость, это как раз и есть согласованность. Почему? Потому что для меня понятие, вот как правильно коллега отмечает, что значимость и согласованность это и есть релевантность. Ну, то есть, пусть будет так. Да, синонимы. Поэтому вот просто кто-нибудь, я пожалел, конечно, сейчас, что я заранее не спросил про цель, чью-нибудь цель, но озвучите вот цели, которые вы раньше в принципе ставили себе. Ну, купить понятно, квартиру, да. Купить квартиру, условно, купить квартиру. Знаете, пример расскажу про купить квартиру. То ли видео, я ролик какой-то видел, то ли сюжет, нет, да, я прочитал даже. Значит, бар, пивной бар, заходит пользователь в этот пивной бар и видит над барной стойкой надпись «Завтра пиво будет бесплатно». Он такой заходит, думает, ну блин, ну я же не зря зашел, выпью сегодня и завтра приду, завтра будет бесплатно. То есть он выпивает, приходит завтра, такая же надпись, завтра пиво будет бесплатно, понимаете? Вот примерно точно так же и здесь, купить квартиру. Это однозначно непонятно, в какой срок вы купите. Да? Вы не понимаете значимость этого проекта для себя, вы не понимаете конкретно, какая будет квартира ваша, двухкомнатная, однокомнатная, трехкомнатная, двухуровневая, там какие-то апартаменты, либо студии и тому подобное. Вот купить квартиру для себя, для жизни, да, цель поставить, это не совсем правильно. Если мы пропишем цель, то приобрести там двухкомнатную квартиру в таком-то районе, в таком-то ценовом диапазоне, к такому-то сроку. Вот это будет более понятная цель, когда вы четко понимаете конкретно, какую квартиру, где она будет конкретно находиться, сколько квадратных метров эта квартира будет иметь, там, плюс в какому времени вы это должны сделать, и при условии, что она для вас действительно необходима и востребована, да, значимости, и вы оцениваете свои ресурсы, что к этому времени мы сможем накопить это количество денег или заработать это количество денег, тогда действительно цель будет достигнута. Точно так же и в социальном предпринимательстве, точно так же в бизнесе в обычном. Когда мы ставим цель увеличить производство, это ни о чем, увеличить производство. А когда мы ставим цель увеличить производство на 20 или 30% за счет внедрения новой технологической ленты или линии, или там новой методики технологической, к такому-то сроку, адекватно оценивая эти сроки и свои затраты, вот тогда ваша цель будет четко понятна и она будет достижима. Программирование — это работает на нейрофизиологическом уровне. И если вы еще... На подсознании. Если вы еще не пробовали, попробуйте просто прописать конкретно свою какую-то значимую цель вот на ближайшие там полгода. Одну цель. И у вас обязательно это получится. Хотите, сейчас чью-нибудь цель мы пропишем вместе. И перейдем к примерам социального предпринимательства. У кого есть мечта, которую еще, вот давно уже эта мечта греет душу, но давно не добивались ее? Купить квартиру. Ну мы уже разобрали. Давайте личностного какого-то. Давайте. Вот у вас цели нету. Не было во всяком случае. У меня? Но она была такая образная какая-то. Какая? Ну давайте вот мою цель. Нет, давайте вот сейчас молодой человек. Послезавтра, да? Заканчивается. Сегодня 29-й. Достигнет он этой цели? Нет. Реально. Она стояла месяц назад. Хорошо, стоп. Может ли он достичь этой цели?
По идее, Выиграть. Может. Не зная человека, сложно сказать, может человек достичь или нет. А вы знаете, вот по вот этим двум параметрам, как? Физически нет, интеллектуально можно попробовать. Если она поставлена была 1 июня, то есть за месяц. 29 дней ничего Господа, не шагов. я к совсем другому веду. Я к совсем другому веду. По вот этой цели непонятно, чего он хочет. Это не цель. 100 тысяч до послезавтра. Я вам сегодня сделаю 100 тысяч. Хотите? Давайте. нарисуем. Нет, зачем? Я пойду и русские рубли обменяю на узбекские суммы, которые очень-очень-очень Белорусские рубли. дешево стоят. Мне обойдется это в 1000 рублей, условно скажем. Извините, цель была 100 тысяч. Не было рублей прозвучавших. 100 тысяч рублей не прозвучало. Эту цель он также себе поставил месяц назад, заработать 100 тысяч к 1 июля. Но он не обозначил себе 100 тысяч чего, каким способом. Нет, подождите, вы сейчас озвучили как бы 100 тысяч рублей. Это цель, которая... Давайте посмотрим. Видите, даже этим пользуются. Каждый день мы подводим конце. Цель 1. 100 тысяч рублей до 1 июля. Даже условно 100 тысяч рублей, даже если мы останавливаемся на рублях, 1 июля, мы не понимаем, насколько она значима ему, эта цель. То есть, она, значит, если он не достиг этой цели, она для него вообще не значима. Понимаете, есть какой-то компонент, который он не учел. Он просто решил там поучаствовать в какой-то игре, как это называется, ВКонтакте, да, там проигрывают, там мы ставим цели. Цена слова, декларации, да, из декларации этой и тому серии. подобное. Если, значит, она для него не совсем значима. 100 тысяч рублей к 1 июля, если бы ему это необходимо было на операцию, и от этой операции зависела бы его жизнь, поверьте, он бы город свернул, но эти 100 тысяч к 1 июля он бы нашел. ВАЗ-2109 там, например, да? Ну, условно. Я не говорю, что... Хочешь этот ВАЗ? Я не говорю, что это последняя инстанция и правда, да, там, которую вот... Я просто говорю о том, что нужно конкретизировать и четко понимать того, как... Он, когда ставил эту цель, он даже не осознавал, а способен ли он к 1 сентября, к июлю заработать эти 100 тысяч. Достижимость, правильно, коллега. И согласованность, что вот Юра сказал, вот как раз значение, релевантность. Ну мы вот проговорили значимость и... Согласованность, вот да. если бы это было ранее согласовано, в его общем пути у него бы 100 тысяч обязательно появилось бы первым. Оно было разорвано, рваное, то есть. Ну, мы говорим о значимости вот. И релевантность, смысле, да, это одно и то же. Но достижимость он не оценил своих возможностей. Он не оценил, что за месяц, не имея работы, а работая просто блогером, да, условно, да, блогер? Условно блогер. Работая блогером, не имея в перспективе плана какого-то крупного контракта, он не оценил свою возможность, что за месяц он реально не заработает эти 100. То есть вы не проработали вот этот пункт достижимости и значимости для себя. Вы не знаете, для чего вам эти 100 тысяч. Знаете, для чего они вам? Не совсем понимаю, что такое долина, но неважно. Это образовательный курс для предпринимателей, который стартует 3 июля. И стоит 100 тысяч? Нет, 20. Зачем 100, если это стоит 20? Вот 20... Начать свое дело. Подождите. У вас цель какая? Пойти в долину, либо открыть свое дело? Определите. Или заработать. Пойти в долину, А? открыть свое дело. Две цели. Значит, две цели надо ставить. Первая цель имеет ценник 20 тысяч, а вторая цель имеет 80 тысяч. И эти две цели будут работать совершенно, вот как коллеги хотят, взаимосвязанно, они будут друг друга подталкивать, но и в то же время они будут работать каждая на себя. И как только вы знаете, что 20 тысяч мне для того, чтобы пойти обучаться, а вторая цель будет параллельно с моим обучением еще дальше реализовываться, вполне вероятно, 80 тысяч вы бы нашли еще в процессе. Но 20 за месяц, я уверен, вы бы смогли заработать. Да? Эта цифра достаточно доступная.
Вот почему я и говорю о целеполагании и о том, что нужно в этой жизни понимать, куда мы идем. Возвращаюсь к теме социального бизнеса, социального предпринимательства. Социальное предпринимательство люди понимают, и зачем они идут туда. Они понимают, что они хотят решить конкретные социальные проблемы. Поэтому для себя они ставят четко определенные, как бы вот эту картину, да, куда они должны прийти. Отправная точка и финальная точка. Созрел вот прямо сейчас. Иногда мы ставим цели, но мы не имеем пути к достижению этой цели. Вот я, например, когда ставил цель купить квартиру, я реально не понимал, как ее купить. Потому что у меня не было денег Это на же нее. проект? Это проект. Да. Проект подразумевает, что вы продумываете план и механизм реализации своего проекта. Помимо постановки цели, четко понятной для себя, вы должны четко понимать, как вы это будете добиваться и реализовывать. Вот относительно нашей коллеги, которая сейчас выходит, у нее тоже есть вроде как бы интерес, идея какая-то, да, которую нужно превратить в цель и продумать план реализации. Давайте купить квартиру, приобрести. Что? Немножко неправильно, может быть, сформулировал свой вопрос. Сама суть вопроса была в том, что я когда ставил цель, я на момент постановки цели я не знал путь. То есть вы просто и я не понимал, как ее достигнуть. И вот именно путь это и был способ, то есть достижения цели. Также у меня там был проект. В итоге достигли этой цели? Да. Вот, например, У меня, вот еще сразу по пути, у меня был проект, я организовал 22 апреля флешмоб с 600 участниками, я 600 человек на площади выстроил в живое слово «спасибо», и мы сказали «спасибо ветеранам». Я когда тоже поставил цель, я не знал пути этого решения, и именно, то есть, путь был выработан уже после того, как он понимал цель, куда он придет. То есть он понимает, я здесь сейчас нахожусь, мне вон в ту точку, и он должен четко понимать, сколько шагов и какого размера он должен сделать к этой точке отправной. И это, в принципе, рождается в процессе уже реализации проекта. Вот этот план мероприятия, он все время корректируется. Поэтому, коллега, когда вы будете четко понимать, куда вам деньги нужны, вы поставьте более... Вот давайте проведем эксперимент. Мои координаты вы знаете, поставьте сегодня цель заработать эти 20 тысяч. Когда стартует школа? 3 июля. 3 июля, послезавтра? Не, через 4 дня. Через 4 дня. Нет, это нереально. Следующий какой есть дедлайн? Можно там как-то в этой школе... Я понял истину. Вот, можно, смотрите, можно первый сделать взнос 5000, следующий через сколько времени? Можно я ему сразу расскажу? Я есть знакомый, у кого можно занять 5000 рублей. Да, найду. Ну, 5000 у него есть. У него 5000 есть. Следующий взнос к какому сроку? Через сколько времени? К концу выпуска? Сначала 2 занятия вроде. Да, 2 занятия, 2 недели. За 2 недели можно реально 15 тысяч заработать. Условно, давайте поставим эксперимент. Как же учиться? Я буду рад, если ты дашь мне потом обратную связь. Образовательные парадоксы. Ну да. Коллеги, 5000 рублей. Так у нас же 5000 есть рублей. ЦИЛС. Обратиться в ЦИЛС, они покажут путь. И 15 тысяч. Вот это у нас имеется уже как ресурс, и мы ставим его на 3.07. Это мы ставим 3 плюс 14, 17, да, получается? 17, 0,7. Теперь не торопимся давать согласие. Никогда не торопитесь делать поспешных выводов. У вас намечается, вы работаете вообще где-то? Не работаете. У вас есть пример, какой-то план, где вы можете, к примеру, заработать эти деньги? Понимаете, да? Несколько компаний, которые, или там несколько сфер, где вы можете заработать эти деньги. Есть? Есть возможность. То есть вы должны определить для себя 3 хотя бы пути. Пусть будет 3, условно, может их 2, 1, но должны быть проверены, где вы можете заработать эти деньги. И оцените возможности за эти 2 недели, вы сможете именно эти 15 тысяч. Просто для себя грамотно подумайте и оцените свои возможности. И риски. Очень важно, вот мы проговаривали риски. Что при условии, тогда поясни нам,
это Игорь, правильно? Да. Игорь, поясни, пожалуйста, он заплатил 5000, если он не заплатил 15 после, что у него? Он уходит из этих... Он не допускается к следующим урокам. Он не допускается, он может восстановиться к следующему какому-то блоку? Ну, как к следующему потоку, поток двухмесячный, поэтому... То есть он не теряет эти 5000, а... Скорее всего, теряет. Я Теряет. точно не могу сказать, я не менеджер этой компании, я просто насколько... Вот, ваша задача узнать все-таки, какие риски у вас имеются. Он хочет в каникулы. Займется. Вот, да. То есть, если есть среди присутствующих возможность его, вот, дать ему шанс, не откажите ему. Ладно, подумай насчет своими вот компетенций, возможностей, посмотри объявление и проанализируй возможность за 2 недели. Ну, по-хорошему, конечно, надо было месяц назад этим заняться. Но, опять же, коллеги, реально, за 2 недели по 7000 в неделю заработать на стройке сколько один день стоит, коллега из строительной компании, скажите, сколько стоит один день носильщика, там, чернового рабочего? Чернового от 500 рублей в день. 500, это да? Самый низ, как бы, более-менее нормальный рабочий 1500, ну, хороший рабочий где-то 3000. То есть он может, в принципе, он может договориться с работодателем, что он 2 недели работает, ему авансом дают эти 15 000, и дальше он 2 недели работает бесплатно. Ну, все зависит от тебя. 200. Это без опыта работы черновой рабочий. Как еще раз? В цеху на производстве зарплата у оператора станка 1200 рублей за смену. Ну вот, по сути дела, 5-часовой рабочий день. по сути дела, у вас есть возможность реально пойти, но если вы хотите, реально этого хотите, то вы получите. По-моему, нормально. Коллеги, давайте сейчас мы с вами по примерам социального предпринимательства, мы отвлеклись, и мы с вами отработаем. Давайте. Первая неделя по 500. Конкуренцию просто. Что мы тоже пойдем. Ну все. Коллеги, давайте вернемся теперь. Вот с целью я вам просто это как бонус, да, для того, чтобы вас зарядить на определенные результаты в своей жизни. Это реально работает при условии, что если вы себя контролируете и координируете. Теперь по примерам, я сразу перейду к конкретным примерам. Примеры я выстраиваю следующим образом. Я показываю с самого начала элементарные, простые примеры, которые даже могут вызвать у вас где-то не совсем правильное восприятие. Но мы будем разбирать это неправильное восприятие. Итак, небольшой городок, Рыбинск, проект. Самые удивительные. И компьютеры, тогда уже были компьютеры. Компания Microsoft объединила эти 2 темы и стали успешными. Ну, И вот таких примеров вот очень я много. показываю пример, видите? Вот антикафе, но никто не поддержал. Оно было... Потому что оно не востребовано, значит? Нет, оно было востребовано, но слишком дорогая аренда и тому подобное. И не было таких вот, не нашли спонсоров. Ну, тут разбираться надо. Я считаю, что антикафе не является социальным предпринимательским проектом. Ну ладно, это кто как. А чем является шкаф? Хочешь, играешь? Нет, это не игры. Нет, Не вот только игры. именно такого Интеллектуальное. семья решила за счет государства получить оборудование, и пока это кафе не работает, так скажем, в остальные часы они для каких-то своих целей используют то, что купили за чужой счет. Хорошую вы, может, и мысль подаете, но это, опять же, с точки зрения только предположений, да, условно скажем. Но здесь главный какой социальный эффект? Она трудоустраивает людей с ограниченными инвалидностью, да, с ограниченной возможностью по здоровью. То есть уже по вот этому признаку это является предметом социального предпринимательства. Два человека, кстати, обратите внимание, когда показывали вход в это кафе, никаких банков Я это знаю, да. Я не берусь оценивать, там вторая, третья группа, третья была, да, обозначена. Они колясочники, я не совсем владею всем. По-моему, нет. Первые вообще никакие. Вот, ничего не могут. Да. Соответственно, скорее всего, для этой категории, ну я согласен, что пандус в любом случае должен быть. Полностью согласен. Я же вас предупредил, что это противоречивый такой проект. Он достаточно интересен с точки зрения комбинации ресурсов и возможностей и подачи вот этой идеи. И в то же время закрадывается мысль, в чем социальность. Но для себя я определяю социальность этого проекта именно в трудоустройстве людей
с ограниченными возможностями, сохранение русских традиций, как они это обозначают. Я сужу по этому проекту вот из той информации, которую мы все видели. Да? То есть яркие примеры, критерии определения социального предпринимательства, они здесь выявлены четко. Но то, что они делают там в нерабочее время, но я уж не знаю, судить это стоит или не стоит. Мы все чем-то занимаемся в нерабочее время, только каждый использует свои ресурсы по-своему. На сегодняшний день достаточно широко расширила свой спектр, и там частные детские сады у нее, и еще что-то есть, именно с детьми связано. Но, видите, я не знаю, у вас есть пример такого же плана? Есть, да? Частный. Но не частный, да? Вот, мы говорим про частное. Видите, сама Пархоменко столкнулась с такой проблемой, что в ее городе, где она живет, не было специализированных таких бассейнов. И она, столкнувшись самостоятельно, стала решать для себя и при этом решила для целого города такую проблему. И плюс для детей с ДЦП действительно очень эффективны вот эти занятия в бассейне. И третий момент, который мне очень нравится, это занятия вместе с родителями, с родителем. Да? То есть вода, как вот правильно было сказано, это хороший проводник вот этого эмоционального. Это очень прекрасно. И легче делать движения, разные движения. Вот там инвалиды. Ногу я не могу, например, так поднять, а в воде я могу так много поднять. И вы видите, что, в общем-то, здесь действительно групповые занятия такие со специалистом, они имеют определенный эффект и работу. Это вот такой еще пример социального предпринимательства, более серьезный. Разрешите вопрос. Да? А что вот на такие проекты, ведь это миллионы рублей, вот, для того, чтобы реализовать это. Реально находит деньги вот этот самый Центр инновационной и социальной сферы может помочь найти деньги на реализацию такого проекта? Центр инноваций социальной сферы не деньги ищет, он помогает вам упаковывать ваш проект, который вы можете представить потом потенциальному инвестору. Но и Центр инноваций может в принципе содействовать тому, чтобы ваш проект был поддержан и на государственном уровне, ну я имею в виду региональном, там, республиканском, показав там отраслевому министерству, департаменту, и в том числе создавать какие-то инвестиционные сессии, вовлекая инвесторов. Да? То есть они все равно ориентируются в бизнес-среде, они понимают, кто чем занимается, и может кому-то было бы это интересно. Мы именно так и делали. Мы искали себе партнеров, бизнесменов, потому что вот сегодня даже, да, я не знаю, верите ли вы вот эту технологию 5 рукопожатий, но она тоже в какой-то степени работает. Я надеюсь, что вот коллега уже взял координаты, да, там по ходу и... Окей. То есть сам факт того, что вот это сообщество, оно позволяет выходить на нужных людей, которые могут, в принципе, содействие оказывать в реализации этих проектов. Проблема, почему у нас сейчас в городах, а село загибается, да? Это вот первый пункт, который мы можем как проблемный опознать. Если у вас это нет... Возрождение села. Возрождение села, традиции и тому подобное. Второй пункт. Сельский туризм – это туризм, да? То есть это познавательная программа, это повышает уровень знания о своей родине, о малой родине и тому подобное. То есть это еще культурно-просветительская деятельность, которая тоже является определенной, ну нельзя сказать проблемой, да, но имеет в основе своей определенную такую значимость для населения. Пойдет только семейный такой туризм, связан, чтобы детям показать. Да, да, то есть молодежь не пойдет. Хотя вы знаете, и молодежь сейчас меняется. Молодежь тоже может легко пойти. Это зависит от нас. Если это это зависит от нас, как мы если это все в традиции. Сейчас даже свадьбы люди молодые делают в каких-то традициях то место, где они проживают. И это пользуется спросом. Коллеги, я понимаю, что вы устали. Я сейчас покажу еще один ролик. Вы хотели два прожить.
Ну, один основной, а второй уже по такой расслабляющий. Он коротенький, а вот этот достаточно серьезный. Проект, который я сейчас покажу, реализован в Калининграде. Работает на всю Россию. Роман Аранин. Человек, я небольшую такую предысторию. Человек, который жил, работал, вел полноценную, здоровую жизнь, был летчиком-испытателем, скалолазом, получил в зрелом возрасте, ну, в лет 30-40, получил травму. Травму практически несовместимую с жизнью. То есть то, что он остался жив, это чудо, посланное с небес, называется. То есть у него из функционирующих только голова, по сути дела, немножко руки. Человек в зрелом возрасте, имея полноценную жизнь, оказался в инвалидной коляске, не сдался. И вот его тоже можно приводить в начале тренинга, да, как такого человека, который имеет стержень и силу воли, себя сдерживает так и еще к чему-то стремится и добиваться успехов. Поэтому вы посмотрите, я надеюсь, вас это вдохновит тоже. Здесь, по сути дела, в одном проекте, у Романа Аранина 2 проекта лежит в одном видео. Давайте. Он такой немножко продолжительный, но интересный. Год назад это здание совершенно спокойно за 7 минут. Ну и это абсолютно уникальное решение. В индивидуальных случаях, когда человеку действительно это надо, и для того, чтобы, ну, то есть аргумент «хочу пойти гулять» пока, к сожалению, не работает. Но аргумент «я молодой, активный, хочу учиться, хочу жить полноценной жизнью, я ее веду, эту полноценную жизнь, и для этого мне нужна вот такая коляска, он работает, служба объявляет отдельный конкурс, и под этого конкретно инвалиды скупают через Кресло-коляска, она электрическая. При помощи джойстика регулируются все положения коляски. Причем колясок автоматизированных, с ступенькоходом, подъемные механизмы, платформы, трансформеры ступенек и тому подобное. У многих сразу возникает вопрос, что эти коляски очень дорого стоят, их нереально купить. Вы правильно, наверное, отметите этот момент, но я заходил и вы можете зайти на этот сайт, посмотреть ценники на сайте. И Роман это тоже признает, и он в своем интервью тоже говорит о том, что, конечно, цель пойти погулять, конечно, она не сработает, но если вы молодой, стремитесь развиваться, учиться, передвигаться и тому подобное, то, ну, опять же, возвращаемся к цели, да, как мы ее поставим, как родители поддержат или там близкие люди. И плюс государство, то есть там есть какой-то механизм, как он объясняет, позволяющий часть затрат компенсировать с помощью государства. Этим просто надо пользоваться. Этим надо узнавать или там разбираться, я точно не знаю как. Но человек просто даже заслуживает уважения, что при всей своей тяжести травмы он не остался просто колясочником, инвалидом, живущим на шее своей семьи, а достаточно успешным бизнесменом, предпринимателем в области социальной среды, трудоустраивая себя, давая возможность себе зарабатывать на этом бизнесе, и трудоустраивая, вы заметили, людей с колясочников, таких же, как и он. Вообще я им восхищаюсь. Мы с ним знакомы, и при каждом виде я очень рад всегда его видеть, потому что человек просто заслуживает колоссальных каких-то эмоций, которые вот у меня всегда переполняют, когда я смотрю этот ролик, когда я с ним вижусь. Я не знаю, как это описать, но это действительно человек-герой нашего времени. Вот так можно назвать. И второй момент проекта, это вот пляжи. Вы обратили внимание, у кого, у взрослого, здорового человека, вообще придет ли мысль такая, как колясочники вообще ходят ли они куда-то плавать, да, условно, летом? Ведь наверняка большинство из вас до этого сюжета даже об этом не задумывалось. Ну, я точно так же в свое время до этого не додумался бы. И у вас есть, наверное, тоже пляжи, я не знаю, оборудованы. Есть.
Оборудованы? Ну, нормальные. Ну, конечно. Для вас. Для колясочников. Да. Ну, Вот, он изобрел вот этот механизм, вот эту платформу, которая на воде держится для инвалидов-колясочников. Ведь раньше, вот даже сейчас задаться вопросом, как раньше, если даже хорошо оборудованный есть пляж, на чем? На вот этой коляске, что ли, завозят воду? Или на руках заносят? Извините, долго ты не сможешь. Кажется, такое в аренду можно сдавать. Ну, приезжают когда? Да, это все в аренде. Это все в аренде. Это да, он берут в аренду и все это делается. Вот эти механизмы, они все-таки предполагают риск, ну, травмирования, риск, ну, то есть не удержал колясочник. Вы знаете, на ком ложится риск? На производителя этой коляски. То есть виноват не тот, кто держал будет, и не тот, кто сидел, а тот, кто сделал эту коляску такую, что этот не удержал и инвалид. Или здесь, например, утонул, там, в смысле, имеется, проткнул что-то. Любой изобретатель будет виноват в этом. Его можно посадить за то, что он так плохо сделал. Не сертифицировал. Да, потому что это сложно. Это вот... Почему вы решили, а так давно бы уже все вообще я не утверждаю, просто говорю, что там, наверное, очень много вопросов к этой технике может быть. Коллеги, относительно сертификации, у него вся его продукция, она пробирована, сертифицирована, то есть она находится в нормальном зоне качественной, да? Никто не отменял присмотр за вот этими определенными зонами, то есть эти зоны специально для инвалидов, они оборудованы и они находятся под охраной. Соответственно, есть спасатели, инструкторы, которые все это отслеживают и отсматривают. Однозначно это не просто так, ты пришел, взял и пошел, да? Я уверен в этом. Игорь. Ну, я хотел добавить как бы к тому, что мы же когда кроссовки покупаем, проскальзываемся, ногу ломаем, мы же не подаем на производителя. Это кроссовок обвиняем, что они скользкие. Ну, тем не менее. Зима еще, вот что плохо. Это все относительно. Я просто показываю вам пример даже вот социального предпринимателя, который, ну, вот так он смог. Да, и он не сдался. Мы все жалуемся там своим каким-то неудачам, там, неуспехам и тому подобное. Вот тебе хороший стимул, да, что люди даже вот не имея возможности передвигаться самостоятельно, и то нашли способ зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать. А ты молодой, сильный, перспективный, у тебя все получится, и тебе, может, 2 дня хватит, чтобы заработать. Коллеги. Извините, еще есть очень дорогой способ. Мы смотрели фильм «Роботы для тех, кто сидит дома» по ухаживанию за детьми. Сейчас созданы такие роботы вот для пожилых, если не... В общем, они похожи на людей, с ними можно разговаривать и так далее, и так далее. Ну, это все... Но это в будущем. Сейчас... Это будет социально поднимать, но дорогое. Но это надо узнать физическими возможностями. И если говорить о реабилитации таких людей, вот травмированных, вот тех, у кого только нижние конечности не работоспособные, да, сейчас многие частные предприниматели разрабатывают механизмы экзоскелетов. То есть человека ставят на специальную платформу экзоскелета, который может, в принципе, как, ну, вот, киборга, да, такого передвигаться. И это рабочий инструмент, он сегодня уже анонсирован и в агентстве стратегических инициатив, и это уже такой на этапе как бы предсерийного производства идет апробация, учитывая, что 3D-моделирование, 3D-принтеры появились, то есть, да, элементы удешевления от первоисточников, потому что изначально это очень дорого все. Сейчас элементы 3D принтеров позволяют удешевить сам продукт. У меня достаточно много примеров, кейсов, я вам не показываю конкретно свои кейсы, которые я веду там и работаю. Я показываю такие очень крупные, серьезные кейсы. Сейчас покажу пример девушки. Сегодня кто-то что-то проговаривал, то ли вы проговаривали, Людмила, что на вот территории развивается девушка, сделала все для того, чтобы развивать заброшенную свою деревеньку. Там то ли с 80 жителями, я не знаю. Но сегодня я после кейса расскажу, к чему она пришла в итоге. Очень хороший пример. Вот такие модные. Урал, по-моему, если не ошибаюсь. Вот это село загибается, найдя механизм, в общем-то,
инновационного, да, производства продукта, инновационного. Крем-мед с ягодками. Как звучит, уже хочется попробовать, очень вкусно, да, кажется. И в то же время это полезно экологически чисто, потому что собирается в этой деревушке местными жителями и все это делается. Она трудоустраивает этих местных жителей, бабушек, у нее производство налажено. Этот видеоролик она снимала на сбор средств для второй очереди, она построила уже вторую очередь. И вот буквально на неделю назад я увидел, что она потом собирала средства на то, чтобы построить детскую площадку в этой деревне. И уже поставила эту детскую площадку в этой деревушке. Понимаете, человек, она живет в Москве. Она живет сама в Москве, у нее вот этот бизнес развивается в Москве, но она настолько проникнута вот этой социальной своей тематикой возрождения родного села, где она, возможно, выросла, да, там до какого-то возраста, что вот она сегодня все сюда вкладывает, делает вот это, все развивает. Ну и, видимо, сам продукт пользуется популярностью и востребован. В принципе, она его реализует через интернет, и это тоже доступно по почте, доставка, все это есть. Площадки не нужны для реализации. Ну, у нее есть площадки. У нее вообще первый бизнес был связан, она очень любит ручной работы бабочки. Вот она делает бизнес, первый у нее был связан с бабочками. Там какой-то там стиль свой вырабатывали. А вот второй бизнес, это вот этот крем-мед с ягодками. А у вас есть анкета, ставьте, пожалуйста, обратную связь для того, чтобы мы понимали, то ли мы дали, что вам нужно, и что нам нужно сделать вам еще больше дальше. Ну, это больше для ЦИСа, а для меня, конечно, будет важно ваше восприятие моего тренинга. И еще у меня такое есть предложение. Давайте сделаем общую фотографию на память. Я думаю, чтобы потом в дальнейшем вы смогли. Где это сделать? Уважаемый Денис, чтобы вы пожелали участникам сегодняшнего тренинга? Терпение. Я хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед и добиваться успехов. И трудиться в поле лица своего. И мы счастливы!